Я знаю, я вроде бы чувствую. Джикья от слова джикыт. Считаю великим искусством аккуратный удмуртский быт. Аккуратно уложена скатерть, и на ней аккуратные узоры. И подушки на старой кровати аккуратно лежат, словно горы. Связки лука висят, словно косы златовласой какой-то богини. На тускнеющих бревнах киноса аккуратно засечены линии. И неважно какого достатка, сколько связей твоих и денег, если нет в твоем доме порядка, то удмурты тебя не оценят. Не оценят, какой ты богатый, не оценят кричащую речь, не предложат тебе пресноватый, простоватый, но вкусный камеч. Для меня в этом суть удмуртского, то, что вряд ли возможно исправить. Если пьешь хоть бутылку ламбруска, но пустую на стол нельзя ставить. Невозможно так взять и представить, что душа у меня распахнется. Нет, она, чтобы сберечь свою память, в аккуратный комок сожмется. Так сожмется, что выжмет слезу. Вместо точки поставить тире. Вспомнив, как громовую грозу скажет бабушка «Остынь, море». Ты со мною пурга воршуде, ты со мною уча воршуде, ты со мною джикья воршуде. С вами в мире и мне не пусто. Ты со мною гондыр выжие, ты со мною пислек выжие, ты со мной пегащья выжие. И я знаю, я вроде бы чувствую. Ну, вообще, изначально стоит, наверное, сказать, что вообще единственное, что я в жизни, наверное, я могу сказать, что я умею более-менее делать, это писать стихи. Вот. Не знаю, как так получилось. В детстве я сам начал читать в дровянике, там у бабушки я сидел в Малой Пурге, и как-то там открыл книжку, начал по слогам читать. Вот, там были, наверное, тоже стихи про Ленина какие-то, Ленин и печник, там еще что-то, неважно, какие-то советские книги. И это читать для меня было очень круто, то есть и мне это нравилось. Я каждый день ходил в библиотеку, в какое-то время лучший читатель библиотеки 2001 года Малопургинской, да. Вот, и я любил читать стихи. Я любил Пушкина, как и все мы, наверное, в детстве. И я начал тоже сам, самое главное, я начал сам пробовать писать стихи. При этом у меня с математикой, там, например, с точными науками был просто, то есть аут, просто ноль. Я просто изначально это не понимал сам. Вот, и хоть как-то меня учили, но никак не получалось. А вот с поэзией, со стихами вот меня всегда прямо перло, и не было даже большого какого-то труда. То есть я прямо как какое-то занятие для меня интересное это всегда было. Но вот дальше больше я там начал писать много там стихов, меня в библиотеку приглашали в начальных классах читать эти стихи, то есть все прямо меня хвалили, то есть какой молодец, вообще мальчик растет, пишет стихи, на память я оставил в библиотеку книжку, тетрадку с переписанными красиво стихами своими, она до сих пор вот лежит. «О боже мой, да всем насрать» называется следующее стихотворение. И я недавно только понял, что это мем из интернета. Я забыл уже, что я использовал опять-таки мем, чтобы написать стихотворение. Почему я его написал? Оно мне тоже очень нравится. На самом деле это стихотворение, которое я сейчас прочитаю, это скажем так, релаксация. То есть тоже, когда я начинаю думать о чем-то, что вот что про меня скажут, вот что скажут о моих стихотворениях, вообще не надо ничего писать, там, а вот этот сказал мне то, а вот этот это, все, я больше вообще ни с кем не буду разговаривать, я буду сидеть дома, то есть я буду только там ходить на работу, то есть постоянно вот эти мысли тебя как-то гложут, ты начинаешь задумываться об этом, и приходится для себя самого писать такие вот психологические стихотворения, потому что потом ты видишь какие-то книги и там мемы, типа, да вообще всем насрать, мы живем на большой там планете Земля, да кто вообще про тебя там знает, там захейтили тебя, как бы индейцы в Америке вообще слышать не слышали там, да, про Удмуртию, например, а ты о чем-то думаешь, вот. О боже мой, да всем насрать, кто ты такой? Кто ты такой? Откуда? Простая шкура или доярка сломислуда? В лиловой яркой тяготе или в джинсовке цвета хаки? Зарегана ли ты в инсте? Что у тебя там в бензобаке? И сколько у тебя друзей? Вообще ни капельки не важно. Скромнее стал ты или борзей? И вещи в комнате винтажные? И на каком ты языке? И пишешь сообщение? Что у тебя там в рюкзаке? И что дарить на день рождения? И самое на что насрать? Все твои странности и страхи. Что ты боишься начинать? О Господи, всем похер
нахер. Ты лишь одна из серых крыс, живущих где-то в Придуралье. В миллиардах паспортов и виз песчинка мелкая твой фотосральник. Ведь ты обычный человек, а выживает он как может. В Мужбере или же в Можге, да что в Нью-Йорке, что как можешь ты себя терзать тем, что вот кто-то что-то скажет. О боже мой, да всем насрать. И не задумывайся даже. Вот такой Прямо настолько я ушел вот в поэзию, мне это было интересно. И про символизм, про течение. Я сам тоже это все изучал, где-то читал в библиотеке. Какие были течения, вот авангардизм там. Потом я познакомился уже с кубофутуристами, да, с Маяковским. Маяковский до сих пор для меня самый любимый поэт. У меня дома даже собрание сочинений полное есть Маяковского. То есть я настолько тоже погрузился, фанател. Я прямо очень люблю поэзию. Я ее прямо изучаю. Я готов вот туда погружаться. Прям про вот это русский поэтический авангард. Я прям искал в интернете и везде вот эти книги и интересовался, какие там были обариуты, да, там авангардисты, там Хармс, там Веденский, еще Куба, футуристы, эго-футуристы, Северянин, там это прям вот очень крутая тема, которая реально мне нравится до сих пор, русский поэтический авангард. Вот. И, конечно, это не было никак связано с удмуртским языком на тот момент. Там я писал про какие-то там русский дух, там про русскую баньку, я не знаю, там еще что-то. То есть, и это реально такой источник, да, исторический, где можно понять, что для меня в моем сознании, да, реально, живя в Малой Пурге, и даже зная, что я удмурт и ездил в бабушки в деревню, для меня это не было никак интересно. То есть я жил телеком, я жил радио, я жил книгами, то есть, которые я читал. Для меня было важнее вот Россия, да, типа там я там что-то про русские девичьи имена там что-то писал, стихотворение, например, да, еще там что-то там про русские березы, там про Есенина, там еще что-то. То есть и на самом деле для большинства жителей Удмуртии, например, неважно, удмурт там русский, да, я понимаю, что для них это так же. И когда я им пытаюсь сейчас, ну такая, немножко отошел, да, когда мы пытаемся им втюхивать удмуртскую культуру, и я понимаю, что они-то как я тогда. То есть для них это вообще типа, то есть они тоже читают журналы русские, там книги, федеральные каналы смотрят, да, по сути, если так рассуждать. И мне бы тогда начали бы втюхивать тоже, я бы тоже сказал, типа, а чё это такое вообще? Не, я тут своей жизнью живу. Стихотворение, которое написал за неделю до 18-летия, такие мысли меня посетили. И речка детства запружена, и ждет, как бедствие меня, жена. Вот я, полноправнейший гражданин, буду через неделю. Жених реальный для Маш и Нин. На самом деле, да все это нафиг, если бы не... Еще вот одна ситуация. Нужен ли буду своей стране и своей камсковятской нации? Гизни Алидер Кылшотычком Богданан Феногенов Лысо Туэнрышсе Причке Птотычком Марсу То Антон туж в тему стендапа Кырджан лежит. Всем привет. Ой, вожда сынвая Вандела Джечбур. Мы Богдан, но мы туж кельше аслам не мы Богдан, мону точка малы атаем нам с шаним мы понис, но мы туж кельше. Но Соча нам на ванне трос кыжи джучкалын верачком погонялос, кличкаос, кушемним йосшом, да. Ожи кадемьос моне уменьшительно-ласкательной формосын верало, но мы все тужу кельши, кукемоне уменьшительно-ласкательной формы верало, малакешоно так и лынык уменьшительно-ласкательный мыным, так и лен кыкети палезгине кельше. Стоит, наверное, сказать о том, что я родился в селе Малая Пурга в 1990 году. Был абсолютно обычным райцентровским ребенком. А при этом у меня родители удмурты. Они, мама из деревни Орлянова, знающие удмуртский язык. Но меня и моего старшего брата не учили удмуртскому языку. Я абсолютно этот язык не знал. И слышал его только в деревне у бабушки, либо, может, в Малой Пурге, но очень редко, вот в райцентре. Вот, и для меня этот язык был как иностранный изначально, то есть я
смотрел телек на русском, читал на русском, в школе учился на русском языке, никак вообще не соприкасался с этим языком. Единственный человек, кто меня как-то хотя бы приобщал к удмуртскому языку, это моя тетя Аля. Она мне всегда говорила, вот встаешь из-за стола, и надо бабушке говорить «таубаджим», то есть «большое спасибо». Вот. Или «тушча скыт», очень вкусно. То есть надо, ну, это такой, мне сказали, что это такое правило этикета, надо вот бабушке так сказать. Но меня это как-то все равно никак не привлекало. Я выходил на улицу в деревне и слышал удмуртскую речь, я всегда говорил «чё». То есть мне кто-то что-нибудь говорил, я говорил «чё» каждый раз. И это стало таким мемом на то время. И мне даже какую-то кличку там, даже мне дали там «чё», типа. Вот, то есть ржали, что я всегда отвечал чё везде ходил. Вот, то есть я даже не пытался и не стремился понимать этот язык. Вот, и были смешные случаи, ну как смешные, трагически смешные, скажем так. Однажды, когда я был маленький, меня оставили на речке, все ушли купаться, я сидел на берегу один, и компания деревенских ребят, там, девушек, парней на мотике, там, пешком кто-то шел, вот, и они ко мне начали приближаться, скажем так, и они все на удмуртском что-то там громко говорили, там, что-то говорили, вот, и я сразу начал, то есть я испугался этой ситуации, что двоюродных братьев-сестер у меня нет, то есть тут рядом со мной сейчас. Ко мне подходят какие-то непонятные вот, там банда какая-то непонятная, да, люди. Они разговаривают на абсолютно непонятном языке. И эта ситуация для меня была очень такая пугающая, потому что я не знал, то есть я думал, что у них плохие намерения почему-то. Вот это какая-то психология у людей, что ты слышишь другой язык и думаешь, что заранее думаешь, что они тебе что-то, наверное, плохо сейчас сделают, что-то там скажут, ты не поймешь этого. То есть и забьют. Я думал, сейчас меня и забьют, убьют, там заберут, не знаю. Вот. Я начал плакать тогда, то есть вот я просто сидел и плакал, то есть чтобы как-то защититься, то есть от них. Вот. Но почему это смешно? Потому что сейчас я понимаю, что это абсолютно обычные, но более старшие, конечно, то есть деревенские были ребята. Вот. Я сейчас их знаю, конечно, тоже некоторых из них. Вот. Они ничего плохого не имели, наоборот, они хотели помочь, и они, скорее всего, спрашивали, почему ты тут один, то есть сидишь, там, где у тебя там Стасик, где у тебя там братья, скажем так, да, то есть что ты тут один сидишь, и наверняка еще спрашивали, ты что плачешь, да, то есть, но все на удмуртском. Вот. Но для меня это было реально, то есть страшно, я думал, что все, там, прощался с жизнью, грубо говоря, сейчас мне все там придет капец. Все как-то резко изменилось именно уже в Ижевске, как это ни парадоксально. То есть именно когда я переехал в Ижевск, поступил на исторический факультет, я был потерянный абсолютно чел. То есть я приехал в Ижевск, у меня был очень психологический спад. То есть в старших классах я выступал в рок-группе, на каких-то спектаклях, там все, ну, нормально окончил школу. У меня был прям такой подъем, эйфория по жизни. Приехав в Ижевск, у меня просто все пошло на спад. Я не знал, кто я, у меня не было друзей, огромный город, вот этот заводской смог, то есть вот это вот все вот эти троллейбусы, трамваи и так далее, это все меня очень как-то пошатнуло. Я был невидимым, неслышимым, я не мог с кем-то начать там разговаривать, общаться, дружить. Это было все очень как-то сложно, все это давило, и вообще город это не для меня, я понял тогда сразу, как бы, что это не мой город вообще. Я по телевизору начал откуда-то, где-то, не помню точно откуда, слышать про удмуртские дискотеки. Вот, а тогда как раз Павел Поздеев, он начал вот этот глобальный проект «Удмуртские вечеринки» в ночном клубе «Авиатор», в модном ночном клубе. Павел Поздеев — это, конечно, вообще легендарный уже человек, то есть я просто субъективно вот говорю, что легендарный человек для нас современной удмуртской культуры, и который ее, собственно, создал, то есть до этого такой массовой современной культуры не было. Он предложил коллективу из Буранова, тут все совпадает, да, у меня фамилия моя из Буранова, мои корни, вот, и он предложил из коллективу из Буранова спеть песню «Цоя» на удмуртском языке, это тоже было в 2008 году как раз, когда я только вот начинал интересоваться этим. Он предложил им спеть «Цоя», «Звезда по имени Солнце» в филармонии на день родного языка, по-моему, там, родных языков, вот, и это стало вирусным роликом на Ютубе, и так родился вообще феномен Бурановского
удмуртановских бабушек. То есть и как раз-таки он, как я говорил, создал удмуртские дискотеки в Авиаторе, и в рамках этих дискотек он спродюсировал группу Silent Fugur, да, которая первая в истории удмуртскоязычная рок-группа. MC Павол — это первый удмуртский рэпер. Он, работая на моей Удмуртии, предложил Алексею Анкудинову и Владу Горжаку сделать ремикс на Анну Плотнину, сделать ремикс на удмуртскую песню. Так родился проект электроники DJs именно в удмуртском плане, и Эктоника. Ну, кстати, Эктоника — это тоже его идея, то есть он сделал радиопередачу на моей Удмуртии, которая стала теперь вообще продюсерским центром, скажем так. То есть еще много-много чего можно как бы говорить, и все это происходило в 2008 году. То есть это вот год, он знаковый, поэтому на меня он так повлиял, потому что именно тогда это все и вот как почки, вот это все у него набухало, то есть он, видимо, вот реально, то есть человек-креатор, то есть он ходил вот где-то говорил и всех подпинывал и говорил, типа, а давайте создавайте там рок-группу на удмуртском, а давайте делайте ремикс, а давайте вот радио там дискотеку запустим, и это все было впервые, и меня это абсолютно захлестывало как какая-то авангардная альтернативная культура именно в городе, вот, связанная с удмуртским языком, и для меня лично это было прям очень круто, и уже тогда, видя просто Пашу в интервью по телеку, он даже меня вот через экран, то есть давая интервью там просто про дискотеку, через экран он заинтересовывал, меня как-то затягивал, то есть я думал, блин, вот этот чел, то есть вот это он делает, то есть крутяк, я хочу, и у меня была мысль, что я хочу как-то к этому приобщиться, то есть я хочу вот этот свой интерес к удмуртскому как-то проявить. И вот впервые у меня начало это тоже просыпаться, блин, столько крутого, да, сейчас происходит на удмуртском, еще там какие-то движухи, вот, и все говорят, что он исчезает, что там есть проблемы. Я думаю, блин, а почему, как бы, я, типа, реально, а почему я никогда, то есть, и не разговариваю, и меня не учили, хотя я же удмурт, то есть я всегда знал, что я удмурт, не было с этим проблем, вот, но я никогда не задумывался о языке, как я говорил. И мне даже стало как-то стыдно перед самим собой именно, то есть, а почему я не захотел, то есть не интересовался языком, вот, и это очень тоже был такой переломный момент. Я прямо настолько загорелся этой идеей, чтобы вот выучить удмуртский язык, что я поехал в каникулы в Малую Пургу, я прям сам пошел в библиотеку, там в библиотеке был магазинчик книжный, взял там на полке, пылился, прям в пыли уже был такой маленький словарик удмуртско-русский, я его за 30 рублей, как сейчас помню, купил, и просто вот за один вечер, как бы, я решил залпом все вот эти слова выучить. То есть у меня настолько была просто вот цель, да, тогда, что все, надо учить. Вот время настало, все, я сейчас возьму и выучу язык. Вот, я реально попытался вот этот весь словарь запомнить. Вот, начал потом в интернете гуглить какие-то грамматики, там сам вот, потому что мне реально это было интересно, я сам искал информацию. Вот, искал, читал, что, как удмуртский язык, чего, кому. Вот, начал слушать специально, ездя тоже в Малую Пургу на выходные, там я слушал, накачал в телефон, в кнопочный еще в телефон удмуртскую музыку и в наушниках, то есть специально ее слушал и пытался понимать, что они поют, как они там произносят. То есть я сам себе программу как бы разрабатывал, я сам учился, потому что это реально мне было интересно. Вот, я жить не быть, то есть я хотел выучить удмуртский язык, чтобы приобщиться вот в этой культуре Павла Поздеева, вот к этой новой, наверное, культуре, ну и вообще в целом к удмуртской культуре, которая тоже мне и помогла бы, наверное, и вот на истфаке, да, скажем так, чтобы еще больше как бы это узнать и спасти удмуртский язык, как бы, своим примером, то в том плане, чтобы на одного удмурта хотя бы, то есть стало в переписи там больше, например, да. Ми нам чули, мам,
odikine-yuan Kışı verany soje Ta maszyna iść Waldozdыр Питеран Нож мон вещь возичко Да юан ме Кычы буйолоты начин йосит Мын тунсы коучкыны курдит Кычы буйолоты начин йосит Олощецу теркать Кычы буйолоты начин йосит Соет оды савычкы салумбыт Кычы буйолоты начин йосит Олочагырын лелькать Олочагырын лелькать Олочагырын лелькать Читая вот эти все слова удмуртские, ну, ненароком начинаешь, некоторые слова тебе прям очень нравятся. Вот мне некоторые слова прям, блин, я читаю, вау, классное прям слово, да, на удмуртском. Даже, может, я не знаю перевода, но звучит круто, как бы как поэт, то есть я это понимаю. Вот. И я такой начал, вот эти слова у меня, они в голове уже как-то крутились, вот эти из словаря, как бы вот, которые я слышал. И я просто как-то на ходу, хоп, и написал стихотворение первое, как раз-таки с удмуртскими словами. Оно называлось «Шай-вылын», в переводе «на кладбище». Хотя я не знал, что «Шай-вылын» переводится на кладбище, может, там подзабыл или что. Вот просто мне нравилось слово «Шай-вылын». Как бы оно круто звучит. И я такой, от этого слова я пошел, и у меня получилось стихотворение. «Шай-вылын, вылыком шиты, нынче, раньше, впереди, поедим в великом быте блинчик теплый, табани, умоешь, умеешь долго все терпеть, я боль глотал, дух зловещ, сижу под елкой, говорю природе тау и реветь». Вот такое стихотворение, это реально все скопившееся на тот момент во мне, оно вот реально спонтанно вот так вылезло, потому что я читал про удмуртское язычество, про удмуртские какие-то историю трагическую, что удмурты умирали там, когда взятие Казани было, еще что-то. То есть я был на таком этническом реально подъеме, и для меня удмуртское было очень тогда экзотическим. То есть поэтому вот тут я сижу под елкой и говорю природе тау, это все-таки размышления о том, что вот удмуртская культура она уходит, что она такая языческая, вся деревенская, вот, перепечь, тавани, да, вот эти слова, они были еще как заклинания даже какие-то для меня, что ли, то есть это вот все, это было потому что знакомство, и я сейчас многих людей вижу, которые интересуются удмуртскими, они тоже вот через это заходят в удмуртское, что вот эти темные леса, да, вот это все, какая-то экзотика, какие-то там огоньки языческих костров, там, я не знаю, да, вот это все у меня тоже было, такой этап, вот. И очень интересно, что когда я написал это стихотворение, оно настолько меня поразило самого, что я впервые в жизни вообще написал сам вот эти удмуртские слова, то есть я как-то себя проявил, да, как удмурт. То есть я только тут я только изучал, а тут я впервые, хоп, и что-то написал. Саре валичос чоучир, Моне одикнилаш, що із, Монкутський ще рачкими уже удмурткалин, араланин, ще вуйчко, не упіосен футбол, швичко, но маркет тяп-ляп, вірачкішко удмурткалин, і вони пічинила, що вот шукем. Вот. И стоит, конечно, туж, мощный удар. Молоки, что на монсуку у ктодочка валкижи собирктичке дючкале, но кижи кину ктоду удмурткале собирктичке ударенный. Но если туж жесткие формы, он ебукує щенкутскса, конечно, туж обидно за А со Юрий мене одевал у рамыш и шевал вот шукем. Даже прямо протяжно шел. Ладно, так, удмуртки сыны разобрались. Вот. Ну мы нам решать из стендабеса вообще в жизни, да, сын. Тоже он, конечно, Щумашкичко и Кижа Алексей. Подковшая тулком ящичко. Вот, конечно. Как я вообще появился в удмуртской тусовке? Я участвовал в поэтическом фестивале «Эрик», и там я как раз-таки прочитал стихотворения свои, вот эти русско-удмуртские, вот первые вот эти наброски, и ВКонтакте очень тепло меня приняла удмуртская тусовка, и все заинтересовались, что за парень такой, да, появился, который пишет с ошибками, там, да, на удмуртскими словами, что-то вообще непонятные какие-то эксперименты, что за чел вообще, да, такой появился. Я еще на сцену вышел, там так и пафосно прочитал
читал там все. То есть и тогда это было что-то тоже в новинку для людей. Начали ко мне там добавляться, знакомиться. Вот. И я не знаю, кто мне предложил. Может, я Паше предложил, может, он мне. Я сказал, что я вот в школе пел песни Цоя. То есть я вообще-то как бы песни пою. То есть я солист рок-группы вообще-то был. Он говорит, все, типа, без проблем, у нас тут как раз вечеринка, типа, посвященная переводам ноутсмувского на русский. Давай ты выступишь, типа, с песнями Цоя, давай переведи мне, типа, песни Цоя на удмуртский. Вот группа Крови, там, Перемен я перевел, еще какую-то песню перевел. Вот, тоже, конечно, я вообще очень загорелся. Он говорит, и выступишь прямо на дискотеке, там, все, я такой, блин. Это трэш-балалайка, Богдан Финогенов и песни группы «Вино». Вот это было мое первое появление на удмуртских дискотеках. 2 песни я спел. Тексты у меня были с ошибками. Знаете, я сейчас прямо слышу и угораю, как у меня неправильное, опять-таки, склонение неправильное и так далее. То есть я прямо в лоб, там, как русскоязычный человек, там, перевел это все, не умел еще переводить нормально. Начал это продолжать писать, удмуртские слова, вкрапления. Потихоньку у меня там были уже наполовину прям какие-то удмуртские фразы, удмуртские четверостишья, то есть русское четверостишье, удмуртское четверостишье. То есть по мере изучения языка, и эти стихи, они мне тоже помогали как бы. Когда ты сам пишешь, вот это изучение языка, ты сам начинаешь общаться как бы. То есть письменно или устно, вот это реально. То есть почему люди не могут изучить язык? Потому что они не пишут на нем стихов. Мівань мукулом, чинзе, келізна, одик минут. Чуш фаєр, туш зол ченде. Чуш ваньзе, но ваньзе, суд. Мівань мукулом, шуак. Келізна, чирік'яни. Ю юнмаски, кирджа чувак. Ю екти, тадир, тинит. Мівань мукулом, геймовер. Келізна, земос варкрафт. Инмар, бирпумети, фалловер, шуос, яратон, one love. Мівань мукулом, татын. Келізна, печи тамга. Иргакич малоса сбарын. Челябур киям тамагавк. Мівань мукулом, соин. Нюлес баррикада джуа. Джуцкейн баме вельчин. Джужит пужиммы, буржуа. Укщо, президент, но машина. Джейчлуэ, кошким, адьос. Мівань мукулом, чинзе. Но соиник, вещак уломы, ашмиос. Когда ты изучаешь его сам, вот когда я изучал там, слушаешь радио, читаешь книги, начинаешь вот что-то писать, еще что-то, это литературная норма, как бы вот. А разговаривать и общаться — это абсолютно другое вообще. То есть вот в этом главные были проблемы. Потому что тоже много там смешных случаев, когда я приехал в Орляново уже будучи студентом и уже будучи человеком, влюбленным в удмуртскую культуру и начавшим изучать удмуртский язык. Там были очень смешные случаи, что там я шел по улице, там мужики что-то курили, стояли, и я такой типа стою с ними и хоп, и такой и подхватываю, и на удмуртском что-то начинаю говорить. А меня, я же говорю, с детства там, я всегда говорил, чё, то есть я даже не думал там понимать. И тут они такие на меня там, глаза типа широкие, типа, нифига, типа, а что ты как бы на удмуртском типа начал понимать, что ли, там начал типа говорить или что? Я говорю, ну вот я изучаю удмуртский, они говорят, и у них было искреннее непонимание, зачем, типа. То есть в основном это было восприятие недоумения.
Я-то такой восторженный, прям я там к бабушке в деревню, сейчас я со всеми там начну, и все такие будут мне хлопать и говорить: чувак, давай ты вообще там, чувак, молодец, все сейчас. Это был такой идеальный удмуртский мир из книг, где все говорят на удмуртском, и такие там, не знаю, традиционная культура, все ходят в манистах, да, такие, идеальный мир утопический, которого не существует, как бы, вот. И я тут столкнулся с реальным, вот, и я начал практиковать язык, и сначала через такие вот препоны, да, потому что я встретил холодное, недоуменное, даже негативное восприятие от самих носителей языка, от удмуртов, которые не понимали, зачем я его изучаю, зачем мне это надо. Это то же самое, когда ты там вот безответная любовь, да, типа к девушке, ты такой там к ней и так, и сяк, и ты же вообще такой там бежишь, горишь, восторженный там и так далее. А она тебя отшивает, да, и говорит, типа, да ты вообще лошара там, да, типа, ты просто вообще не суйся, как бы, ты кто такой там, все, я типа вот там, это, тут то же самое как бы было. То есть я, например, говорю там, типа, пытаюсь какие-то слова говорить или что такое, показываю, да, что я знаю, типа, вау, там, капец. Они мне говорят, типа, не умеешь не разговаривать, не порти наш язык вообще. У удмуртов, как я понимаю, как я понял, то есть ощущение того, что это наоборот, это их драгоценность, как бы, то есть, и это суперспособность, типа, вот ты родился в деревне, ты общаешься на этом языке там с мамой, как говорю, с бабушкой, это ваш секретный язык, по сути. Я понял, что в этом как раз и есть одна из проблем тоже удмуртского языка, такая, да, потенциальная, потому что язык-то он должен быть, по сути, это инструмент, как я люблю тоже, сам придумал такое сравнение, что это должен быть, ну, молоток, да, то есть, и любой человек может как бы им воспользоваться, и плохой человек даже может, да, и плохие слова могут там говорить на удмуртском, и там, и кто угодно. Он не должен быть вот такой хрустальной вазой, да, которую берегут, там ставят на полку, и не дай бог она там разобьется или что-то такое. Язык-то наоборот, он должен быть, блин, открыт для всех, он всеобщий. Любой человек может его должен как бы выучить. Наоборот, надо же больше самоучителей выпускать. Надо как бы помогать людям, типа, вот, надо разговаривать вот так, надо учиться на удмуртском вот так, а давайте вы выучите, друзья, все удмуртский язык. Постоянное ревностное отношение к языку, да, там, он смешанный с русским, да, это плохо, все, не разговаривай нафиг, типа, иди отсюда, все, ты испортил наш язык, типа, ты там неправильно склоняешь, да как так можно, там, вообще, ты кто такой, там, иди отсюда, там, не знаю, например, по сути, блин, язык, он же сам по себе живет, нет никакого там человека, который приватизировал язык. Ты, по сути, можешь его коверкать, ты можешь разговаривать на русско-удмуртском языке. А у нас слезы льют там и говорят там, что все, капец, да как вы можете, да вы портите там нацию, еще что-то такое. Но, блин, по сути, это просто язык. Ты можешь на основе его придумать, как Толкин, вообще другой язык, например. Я верю в Мурджол Underground, который не видит никто. Чилкыт челикья чилаут. Свегья пунеос уто. Сотрудник Табань Electronics отправил свое резюме. Все это похоже на комикс. Все это удмурт аниме. Тани ме, Монтенат быдес. Это просто мы нам реноме. Это просто орнамент дресс. Это просто так, окшоры, мазафакин бич. Я устал от твоей мишуры. Я устал. Моневел кискич. Слушай, детка, все это не кич. Солулы мы нам, it's my soul. Моневел шум притч. Только тон, бэйби, туж муссо. Кто-то любит удобство и качество, кто-то любит костюмы с иголочки, а я южноудмуртское ткачество, а я южноудмуртские елочки. Я иду, мой непьет за спиной гоготание гусей, и мне снится, смеется над мной, качекену хипстер писей. Телпериук так Кэти Перри, Леди Гага, Леди Джажек, пусть горят новогодние ели, меддано лоо скалык суэг. Хайди Клуменда, Жизель Бюндхен Понна, Синди Кроуфорд бере мон лыкто. Чилкыт чиликья чилаут, свегья пунуос уто. Я верю в Мурджол Underground, который не видит никто. Вот, я в Инстаграме, запрещенной социальной сети Инстаграм, увидел Reels, где играла песня Radiohead Creep.
и там был перевод на русский язык. То есть вообще я сейчас рассказываю, как я делаю каверы на гитаре. Вот. И там был перевод, и я впервые в жизни подумал, блин, как круто, то есть песня, что поется. А до этого, например, Radiohead я никогда не слушал и особо не обращал внимания. Вот. И каждый раз у меня вот так рождаются каверы, смотрю ленту и такой, и там выходит перевод, и я такой, блин, ну там же такой смысл в этой песне. И сразу надо перевести на удмуртский язык. Вот. Чисто вот тоже ради для себя, чтобы это было. Сам-то понял, что сказал я? Понял. Начинаем. Кукетон татынвал, кышкаюч кыншин яса. Чебер кылчинка, моцилы бардыса. Ты выкать капчито, порячко тунети. Жаль бен сыче эвелмон, угощуки распартентон. Наш монумир Пермостемо Маришти монтати Тон верзин монолтесу Ми нима кільтисні А сме по тево жеме Метку жмому горилу сал, но лякет лулино, потем'ять ще до два, куке евелмон веза, у коуки распартемто, но туж ясно чеперто. Наш монумир Пермостемо Маєш ти монтати Ти не цокуле велу Зевелди Мартинат потем Уголки распортенто Но туж гесно чеперто Наш монумир Пермостемо Маєш ти монтати Ти не цокуле велу Друзья, как вы видели, я тут немножко считерствовал и для вас исполнил одну часть песни «Неподражаемый». Антон был. Бытовой шовинизм, скажем так, по отношению к удмуртскому языку, он никуда не делся, в принципе, как я и читал в разных книгах тоже. В советское время он существовал, когда, называли ватиками, да, самый известный, наверное, такой пример. И на своей, скажем так, шкуре даже я тоже по своему личному опыту всегда с ним, в принципе, встречаюсь в той или иной мере. И когда мне говорят, что
что вот у нас все прекрасно, что у нас там все нормально в этом плане, то на самом деле нет. И многие люди, наверное, это подтвердят. Потому что самый яркий пример как раз здесь был вот на набережной, когда был проект ижевских поэтов. Ну, наши фотографии и стихи поставили вот там на плитах, то есть красиво нарисовали. Я все никак не мог дойти до этой плиты. И через год, наверное, только через полгода я туда дошел. И когда я дошел, я увидел, что там именно мой портрет был полностью разорван. Ну, то есть мы там вдвоем были, только Удмурты, я и Настя Шумилова. Вот, полностью почти разорванный был мой портрет. И как будто кровью было написано после моего стихотворения «Ватяк». Вот, то есть это как бы вообще ярчайший пример. Ну и другие какие-то тоже есть примеры более жесткие. Там личное сообщение ВКонтакте тоже, когда вышел клип «Супер Удмурты», тоже вроде бы взрослые люди там и писали тоже «Ватичье», что ты выперся на сцену, типа «Ватяк». То есть вот именно слово «Ватяк», оно как бы до сих пор, скажем так, бытует. И больше всего, конечно, это даже не в Ижевске, а как мы заметили тоже, это Глазов, это Воткинск, то есть там понятно, что, наверное, намного меньше каких-то удмуртскоязычных проектов, и когда именно удмуртский язык как-то фигурирует вот в современной культуре, то это воспринимается прямо как, ну, в штыки. Рэп мне на самом деле вообще не особо нравится, я его не слушаю, и не хочу себя отождествлять как бы вот лично, то есть с ним. Это форма, просто форма подачи, вот и все. Это те же самые стихи, по сути, то есть их не важно, можно в рок-форме, можно в рэп-форме подать. А рэп это для меня, ну, что-то чуждое, но в плане эксперимента я вообще готов, не знаю, в любом жанре, в любом стиле как-то, не знаю, экспериментировать. В Супер Удмуртах там нет никакого смысла, там просто то, что мы крутые, мы создаем новый удмуртский рэп, мы тоже летим там на комете, о нас услышат все, там мы такие-сякие, там все. Удмуртский рэп здесь, там и Супер Удмурты в припеве, там использована цитата из песни группы Гаруда «Кылдыщин». Есть такая песня «Ой, Кылдыщин, юртымыным, Кылдыщин». Такая очень популярная песня была раньше. Выходи из засиженной юрты, кто бы что ни говорил, мы супер удмурты. Юртымыным, Кылдыщин, юрты, кто бы что ни говорил, мы супер удмурты. Выходи из засиженной юрты, кто бы что ни говорил, мы супер удмурты. Юртымыным, Кылдыщин, юрты, кто бы что ни говорил, мы супер удмурты. Мы супер удмурты, мы супер удмурты. Мы супер удмурты. В 2019 году мне вручили премию главы Удмуртской республики признание. Это было 300 тысяч рублей, которые нужно было потратить на какой-то социально значимый проект. Вообще сначала я испугался, когда мне об этом сообщили, то есть у меня была непонятная ситуация, то есть что делать, куда бежать, куда эти деньги девать, у меня не было никакого социально значимого проекта. Я вспомнил о том, что когда еще я ездил в Америку, вот в 2014 году я побывал в Америке, и там был такой интересный случай, мы были на встрече с конгрессменом, с одним, по-моему, что-то такое, и он задал вопрос, какая у вас мечта в жизни? Вот. И я впервые в жизни, то есть мне впервые в жизни такой вопрос задали, и почему-то тогда я ответил, что я хочу, чтобы было круглосуточное телевидение на удмуртском языке, телеканал. Я решил потратить эти деньги именно на это, вот, потому что у нас существует такая проблема, и она для меня очень важна, что у нас и в советское время, и сейчас до сих пор нет круглосуточного даже одного телеканала, то есть телевидения на удмуртском языке. Я всегда недоумевал, почему его нет. Мы столько говорим вот о сохранении удмуртского языка, удмуртской культуры, но у нас нет даже простейших каналов трансляции, то есть удмуртского контента. Так, койдула куареза с кером нырыщ. Так, ну, нырыщ заставка, в общем, как обычно. А, нет, сорян.
Так, ну все, Али гоштучком, значит. Так. Все. Боевая готовность. Так, нет, сорян, сейчас, ман. Чулмашкишко, видимо. Тулком яшкишко. Тача чеберт, ну я созданится. 60 секунд. Вить. Одык. Кык. Квинь. Я просто сел и придумал так. Доброе утро. Как бы доброе утро на удмуртском бурчук-наен. Думаю, удмурт-арня. Сам тоже концепцию придумал. Удмурт-арня — это пятница, удмуртская неделя. Пусть она выходит по пятницам. Мы будем подводить итоги недели и с крутым гостем разговаривать. Музыкальный гость будет. Потом Чебирай-шоу, думаю, Чебирай-проект. Обязательно должна быть передача для женщин. Там, для красоток, да, чтобы они там какие-нибудь там маникюры обсуждали. Там, я не знаю еще, что такое на удмуртском. Пенал НЛП, передача для тинейджеров. А так в форматах, я думаю, мне было не важно. Главное, чтобы было на удмуртском. Потому что, ну, как я уже говорил, у нас нет мощных, полноценных СМИ на удмуртском языке. И это проблема. Это проблема сохранения языка. У нас единственная СМИ на удмуртском языке полноценная — это Удмурт-Дунья, газета. Кроме этого ничего нет. Нет полноценного радио, нет полноценного телевидения. Даже какого-то там супер какого-то блога, медиа-центра, медиа-холдинга, да, вот на удмуртском языке. Вот. И это меня реально, то есть, волнует, почему так. И через Даур ТВ я это хотел сделать. Как Удмурт-Дунья написано, что Вань Удмурт Юслы газета всех удмуртов, и они там пишут не только про там посевы там в деревне, там в районе там Удмуртской республики, они пишут про то, что там Ким Чен Ын встретился с Дональдом Трампом на удмуртском. То есть смысл именно в этом. Это то же самое, что финал Лиги Чемпионов бы показывали с комментатором на удмуртском языке. Вот. То есть смысл Даур ТВ, он именно в этом, чтобы было нормальное СМИ, то есть нормальная культура, скажем так, городская культура на удмуртском языке. Не только про фольклор, не только про этнографию, не только про там агро какие-то вещи такие бытовые и так далее, а вообще про все. Чтобы это было реально, вот как раз я говорил, язык как инструмент общения. Это как реально настоящий язык, который можно использовать по любому поводу. Виране коле, манликти, да стям сетиар, да шешкон юрте, савалне решети, кони воне. Тоже очень интересный момент, что больше смотрят Даур ТВ извне, то есть из того же Татарстана, Башкортостана, то есть удмурты из диаспор. Тоже почему? Потому что у них не ловит удмуртское телевидение. То есть они реально через интернет, им реально интересно это посмотреть. У них нет доступа как бы вот к этим каналам трансляции. И люди, ностальгирующие, видимо, тоже по удмуртской земле, там Нижний Новгород, вот сегодня позвонила женщина, вот там Волгоград, Питер, не знаю, студенты уехавшие, вот, они тоже прямо реально дают фидбэк и смотрят круглосуточный эфир даже с клипами, да, не очень интересный, потому что у них, видимо, начинается вот эта ностальгия, и они реально хотят это посмотреть. Школьник из Башкортостана написал, что он залезал на крышу у себя дома в деревне, чтобы поймать интернет, чтобы посмотреть какой-то эфир Даур ТВ. Вот, то есть такие прямо мощные фидбэки, которые тебя прямо вот воодушевляют, они извне почему-то. То же самое, когда я езжу на финно-угорские форумы, там все говорят, что «Вау, Даур ТВ, там, да, типа, мы все смотрим, да вы такие крутые», там, кто-то говорит «Да мы давно хотели это сделать», типа, марийцы говорят, там, типа, вы нас опередили. Проекту, получается, 3 года, вот прошел проект, и в целом, конечно, есть проблемы в продвижении и в рекламе, вот, потому что многие люди, те же самые удмурты, которые знают язык, потенциальные потребители контента, они не знают о проекте. Вот, поэтому мы начали сейчас делать ставку на выездные вещи. И это круто, потому что людям интересно смотреть на себя, людям интересно смотреть на свою деревню. И там живут реально удмурты, которые говорят на языке. Статистика, конечно, то есть очень интересная штука, потому что многие люди в деревнях, они просто живут, они разговаривают на удмуртском,
но они слышать не слышали ни о каких новых артистах, ни о какой даже электронике, бывает, не слышали там. Не знают о Даур ТВ тем более. И ты реально приезжаешь в деревню, люди вообще знать не знают, что происходит в Ижевске, какие там телепрограммы, какое там Даур ТВ, какие удмурт стендапы. Вот, они просто живут своей жизнью, слушают Киркорова, там, Диму Билана, там, копаются в огороде, как бы катаются на мотоблоках, вот. И это, по сути, наша аудитория. Мы можем ее еще вовлечь, мы можем на них еще сработать, но для этого нужны какие-то вот мощные каналы трансляции, инструменты, потому что люди просто живут, те же самые удмурты. Это на самом деле, вот Даур ТВ, все эти проекты, это маленькая капля. То есть мы даже вот этих удмуртов мы не охватываем. То есть я считаю, что у нас только вот тут есть тусовка в Ижевске, в городах, может, каких-то. Есть библиотекари, есть клубники, есть центры удмуртской культуры. Вот их охватывают литературные журналы, тот же Инвожо, Даур ТВ, там Моя Удмуртия. Вот этот вот ограниченный только процент они охватывают. Вот, но кроме них, вот этот весь удмуртский народ, мне кажется, он просто живет своей жизнью. Вот. И вообще там, то есть до фени там вообще по барабану, что там в Ижевске придумали, какие там новые слова, какие там Даур ТВ. Вот. И в этом плане есть надежда, то есть есть надежда, что можно еще их охватить. На самом деле там поле для развития в принципе широкое. Марсо, дышкут, пестрая ткань, в беге минут это лозунг, ажлань. К переднику звезд, внимание, старт, пеймыты нулджос, айшет авангард. Среди купюр, грошей, флаеров, брошюр, шаплы-шаплы быже электрошур. На перепутье с Илесо, Митусо, мультиудмуртий, разновуеловый фасон. Удмурт, Джонни Депп, Кузи Байкутьку улеп, Меданолу дабстеп, Тапи чипургинский рэп, Тапи чипургинский кыл, Мончил как Велки Скич, Фэри Тейл, выжи кыл, йо, motherfucking бич, Та Удмурт, саундтрек, Юрты мыным эштерек, Юрты мыным кылдыщин, Мон Удмурт хип-хоп машин, хип-хоп машин, хип-хоп машин. Мон Удмурт Ерпоры Мон, йоу, Эшес камон, йоу, Шудо Улон, йоу, Валамон, это был удмуртский кач, Шулдер битер шлач, шлач, а-тя-тя-тя-тя-тя-тяч,